Здравствуйте, вы смотрите «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе референдум в Греции. Люди отказались от финансовой помощи и заявили кредиторам «нет». Парламентская ассамблея ОБСЕ в Хельсинки обсуждает Украину без участия российской делегации. Певица Земфира на концерте в Грузии подняла украинский флаг. Как отреагировали на это в России? Начинаем с новостей из Праги. Катя? Спасибо, Наташа. Все основные события дня в настоящем времени из Праги. С вами Катерина Кочкина. Здравствуйте. В Греции состоялся референдум. Жители страны ответили на вопрос, стоит ли принимать финансовую помощь на условиях международных кредиторов. Чаша весов склонилась в пользу противников мер жесткой экономии. Более 61% проголосовавших сказали предложениям кредиторов «нет». Тысячи людей вышли вечером в воскресенье на улицы Афин, чтобы отпраздновать победу. Премьер-министр страны Алексис Ципрас поблагодарил греков за смелый выбор в столь сложных обстоятельствах и пообещал возобновить переговоры с кредиторами. Чтобы облегчить те самые переговоры, греческий министр финансов Янис Варуфакис решил подать в отставку. Свое решение он объяснил тем, что Еврогруппа считает его присутствие при обсуждении ситуации в Греции нежелательным. Еврокомиссар по вопросам евро Валдис Домбровскис считает, что повода для паники у других членов еврозоны нет. У нас есть все необходимое, чтобы справиться с ситуацией. У нас есть банковский союз, который может гарантировать стабильность финансового сектора. У нас есть стабилизационный фонд объемом 500 миллиардов евро, чтобы помочь наиболее уязвимым экономикам. У нас есть сильное налоговое и экономическое регулирование. Экстренный саммит Еврогруппы, посвященный Греции, состоится завтра в Брюсселе. На него приедут в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Франсуа Олланд. Мы продолжаем следить за развитием событий. Жители Краматорска отпраздновали первую годовщину освобождения своего города от сепаратистов. Несколько тысяч человек вышли на улицы города. Демонстранты пели гимн Украины и скандировали проправительственные лозунги. Некоторые были одеты в национальные костюмы. По окончании марша в центре города состоялся концерт. В апреле прошлого года Краматорск оказался под контролем сепаратистов и стал местом ожесточенных боев. Спустя почти 3 месяца противостояния Киеву удалось вернуть Краматорск и соседний Славянск под свой контроль. Украина может снабдить армию военными новинками собственного производства. Бронемашины и беспилотники на фронт украинские производители теперь собирают и доставляют за свой счет. Государству такие новинки не по карману, зато помогают волонтеры. Как именно, выясняла Ирина Кононенко. Натан Хазин, командир украинской аэроразведки, один из немногих воюет, используя новейшее оборудование. Ведь вот эти беспилотники Натан собирает в собственной компании. В Украине они собираются, но основные запчасти, около 140 запчастей, поступают к нам из-за рубежа. Основная задача таких беспилотников – аэрофото и видеосъемка. Их рабочая высота 600 метров. Таким образом, аппарат остается полностью невидимым для врага. Все данные передаются и сохраняются на бортовом компьютере. Один такой прибор стоит от 10 тысяч долларов. Для армии их нужно как минимум 500. У государства таких денег нет, жалуется Натан Хазин. Поэтому беспилотники доставляют в зону конфликта за свой счет. Иногда помогают волонтеры. На этом месте еще год назад делали бронированные автомобили для высших чинов Украины и частных предпринимателей. Сегодня здесь производят бронемашины для нужд армии. Этот автомобиль, кроме баллистической защиты, имеет обязательную противоминную защиту. Его, конечно, взорвет, но экипаж не должен пострадать или пострадать минимально. Также благодаря внутреннему оснащению автомобиля у бойцов появилась возможность открыть огонь по противнику, находясь внутри. Новейшие конструкторские разработки сделали машину практически неуязвимой. Если мы будем использовать самые современные технологии ведения войны, то есть как дроны, беспилотники, как новые модернизированные современные средства ведения огня, обнаружения противника, то, конечно же, это сбережет кучу жизней. Бойцы украинской армии все же надеются, что в скором времени смогут полностью обновить свою технику в зоне конфликта. Ведь теперь, кроме волонтеров, поддерживать Украину планирует и НАТО. Но пока воюют за свой счет. Ирина Кононенко, «Настоящее время», Киев. На концерте в Тбилиси певица Земфира во время исполнения песни «Интересно, как ты там» подняла над головой протянутый из толпы украинский флаг.
Жест Земфиры тут же стал самым обсуждаемым событием в Рунете. Российские блогеры обвинили певицу в том, что она сама подстроила передачу флага и обещали тщательно разобраться и провести расследование. Осудили певицу и коллеги по цеху. Атар Кушанашвили заявил, что Земфира превратила концерт в политическую манифестацию, а продюсер Иосиф Пригожин попросил не скидывать всех собак на россиян. А вот председатель комитета по международным делам Государственной Думы Алексей Пушков и вовсе устроил целый опрос в Твиттере с просьбой выразить свое отношение к акции Земфиры в Тбилиси. Есть и другая точка зрения. Ее озвучил медиа-менеджер Юрий Сапрыкин. По его мнению, за этим жестом Земфиры не стоит ничего, кроме доброжелательного отношения к поклонникам. Люди, которые приписывают этому какое-то антирусское или там проукраинское значение, мне кажется, что у них уже просто сильно искажено восприятие и всего происходящего. И они за абсолютно каждым шагом, каждым словом и каждым жестом видят какой-то всемирный заговор или какую-то коварную провокацию или еще что-нибудь. Еще одним событием, горячо обсуждаемым в социальных сетях, стал очередной рок-фестиваль «Нашествие», одним из спонсоров которого является Министерство обороны Российской Федерации. Поэтому в рамках рок-фестиваля второй год подряд проходит демонстрация военной мощи страны. Наши коллеги с «Радио Свобода» наблюдали, как рок-фестиваль превращается в военный парад. «Панки и танки» в репортаже Ильи Кизирова. Юбилейный 15-й фестиваль «Нашествие» стал едва ли не самым скандальным за всю его историю. Притом, еще не успев начаться, сразу несколько известных музыкантов обвинили организаторов в том, что фестиваль становится излишне милитаризированным. Отказ Андрея Макаревича выступать на фоне танков сразу же вылился в крупный скандал. В оргкомитете «Нашествия» на претензии лидера группы «Машина времени» ответили со всей серьезностью и заявили, что от сцены до ближайшего танка больше километра. Да и коллеги по цеху поступок Макаревича тоже осудили. Что касается Андрея Вадимовича, мы все люди, у нас как-то меняется настроение, видимо, как-то меняются взгляды. Год назад это не напрягало, а сейчас напрягает. Военной атрибутики на «Нашествии» в этом году беспрецедентно много. То есть вот даже для сравнения. Вот это вот площадка армии России. И она лишь чуть-чуть уступает по площади фан-зоне у главной сцены фестиваля. Для тех, кто всерьез проникся военной тематикой, тут же работает пункт отбора на контрактную службу. Судя по словам сотрудников, желающих отправиться с фестиваля в казарму находится немало. По итогам прошлого года где-то порядка 30 тысяч человек обратились, именно интересовались вопросами прохождения военной службы по контракту. Да не, на самом деле все очень хорошо сочетается, и патриотизм, и рок, все должно быть вместе. Армейская зона хорошая, но очень много пропаганды, милитари, и это... Не знаю, правильно, неправильно. Кардинальных перемен в музыкальной программе фестиваля за все время его существования особенно и не произошло. Добавилась политика, но об этом тут говорить не принято. Говорят, что сейчас фестиваль стал таким политизированным. Как вам кажется? Вы знаете, я воздержусь от обсуждения этой стороны фестиваля. 15 лет существования «Нашествие» стало крупнейшим музыкальным фестивалем в России. Правда, сейчас оно меняет курс и из музыкального события превращается в военно-музыкальное. Илья Кизиров, Антон Олейников, Тверская область. Журналист «Настоящего времени» Петр Шеломовский тоже побывал на «Нашествии» и считает, что организаторы фестиваля не могут ничего поделать с его милитаризацией. Организаторы говорят, что да, что рок — это музыка протеста, но нет, у нас нет протеста. Они понимают, что в текущих реалиях они должны сотрудничать с властью. Это выражается в том числе в присутствии бронированной техники, да, в экспозиции бронированной техники на этом фестивале. Время передавать слово коллегам в Вашингтоне. Наташа. Спасибо, Катя. Один из самых влиятельных колумнистов газеты «Вашингтон-Пост» Джексон Дилл опубликовал в сегодняшнем номере очень жесткую статью, озаглавленную «Даст ли Запад умереть Украине?». Цитата. «Правительства западных стран не предприняли меры для того, чтобы предотвратить новую атаку со стороны России этим летом и не предоставили украинскому правительству достаточно средств, необходимых для того, чтобы выжить еще один год». Автор напоминает, что в Украине, по оценкам экспертов, находится около 9 тысяч российских военнослужащих, а на Западе тем временем продолжают твердить о необходимости соблюдения Минских соглашений, условия которых Россия нарушала с момента их подписания.
По мнению Джексона Дила, аргумент лидеров западных стран, что предоставление Киеву военной помощи может спровоцировать Россию на более интенсивную интервенцию, сомнителен, поскольку у Кремля есть основания опасаться роста числа жертв конфликта. А пассивность на экономическом фронте, считает Дил, и вовсе необъяснима. Евросоюз готов предоставить 222 миллиарда долларов для спасения экономики Греции, в то время как Украине предлагается лишь 5,5 миллиардов. А США, которые предоставили 20 миллиардов Мексике, чтобы спасти ее от дефолта, и 18 миллиардов на восстановление Ирака, в случае Украины утвердили лишь 3 миллиарда долларов кредитных гарантий. В Хельсинки проходит сессия парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на этот раз без России. Российская парламентская делегация отказалась от участия в сессии после того, как финские власти не дали визы 5 парламентариям, которые находятся в санкционном списке Евросоюза, включая председателя Госдумы Сергея Нарышкина. С нами на связи из Хельсинки наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, здравствуй. О чем говорят сегодня на ассамблее? Здравствуй, Наташа. Но надо сказать, что две главные новости. Как раз то, что Россия не приехала, и рассмотрение очень серьезной резолюции с критикой России. Если говорить об этой резолюции, ее сегодня обсудили, а голосование по ней будет завтра. И я приведу из нее только 2 пункта. В частности, парламентская ассамблея ОБСЕ предлагается признать, что действия Российской Федерации в Крыму и городе Севастополе, а также определенных районах Донецкой и Луганской областей Украины являются актами военной агрессии против Украины. Это очень серьезно, потому что при принятии этого пункта, это уже будет 2-й раз в последней истории, первой была ПАСЕ, это можно будет использовать в судах. Если же говорить о неприезде российской делегации, то финский президент Ниинистö очень серьезно жаловался на Евросоюз, что он не помог Финляндии в этой ситуации, но в интервью, точнее в ответах на вопросы для «Голоса Америки», президент Финляндии сказал, что он скорее на стороне Евросоюза, точнее точно на стороне Евросоюза в разбирательстве с Россией по поводу Украины. Давайте послушаем. С самого начала, когда мы с президентом Путиным встретились в прошлом году в Сочи, и когда мы с ним виделись в этом году, я уже говорил, что Финляндия не пытается играть главную роль в поисках решения этой проблемы. И это в особенности так, когда речь заходит о ситуации в Украине, потому что Финляндия является членом Евросоюза, а в этой ситуации позиции Евросоюза и России различны. Можно сказать, что Финляндия принадлежит к одному из лагерей, так что для нее роль медиатора в этой ситуации не очень подходит. Но попутно с украинским кризисом в мире есть и другие кризисы, основанные на том, что между Западом и Россией сейчас очень плохие отношения, и это влияет на всех нас, и на Финляндию особенности. Вот почему мы заинтересованы в том, чтобы попробовать поддержать отношения России и Запада в хоть сколько-нибудь рабочем состоянии и служить для этого мостом. Именно в этом я вижу свою миссию. В работе парламентской ассамблеи принимает участие делегация Соединенных Штатов. Сопредседатель Хельсинской комиссии США, конгрессмен Крис Смит, в частности, вынесет на рассмотрение резолюцию по борьбе с торговлей людьми. Но, Данил, насколько я понимаю, конфликт в Восточной Украине волновал членов американской делегации не меньше. Да, совершенно верно, Наташа. Надо сказать, что к той резолюции, о которой я сегодня упомянул, именно американские парламентарии предлагают поправки, причем поправки ровно в том ключе, о котором ты говорила, то есть усиление экономической, военной и гуманитарной помощи Украине. Они предлагают выделять ей больше, помогать больше и участвовать в ее делах больше. И сопредседатель Хельсинской комиссии США, другой сопредседатель Роджер Уикер, дал эксклюзивное интервью русской службе «Голоса Америки», в которой, во-первых, он сказал о том, что нужно называть агрессию агрессией, и вот то, что есть в резолюции, это очень важно. А во-вторых, он сказал, что парламентская ассамблея ОБСЕ, конечно же, не имеет своих дивизий, но она обязательно будет воздействовать на общественное мнение в своих странах, потому что это люди, выбранные в парламенты этих стран, и таким образом она и будет воздействовать на Россию, потому что общественное мнение, в конце концов, будет поддерживать меры в отношении России. Давайте послушаем, что сказал Роджер Уикер. Мы согласились соблюдать принципы, изложенные в Хельсинской декларации. И когда одно из государств, присоединившихся к декларации, принимает решения, нарушающие эти принципы, мы вынуждены обращать на это внимание. У нас нет права вводить санкции, мы не имеем права направлять миротворческие или военные контингенты, но мы можем говорить правду. Это право возложено на нас, чтобы привлечь внимание мировой общественности к крайне агрессивным, неспровоцированным и незаконным действиям авторитарного режима, ныне управляющего Россией.
Спасибо. На прямой связи с Хельсинки был наш корреспондент Данила Гальперович. Приближается очередная финальная дата для достижения окончательного соглашения с Ираном по ограничению его ядерной программы. Представители шестерки стран-посредниц продолжают в Вене переговоры с делегацией из Тегерана. Если все пойдет по плану, они должны завершиться 7 июля, завтра. Некоторые вопросы остаются нерешенными. Посредники требуют расширенного доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана. Иран, в свою очередь, требует снять санкции, в частности, с ракетных технологий. Выступая в Вене, госсекретарь США Джон Керри признал, что на повестке дня еще остаются сложные вопросы. Передаем эфир коллегам в Праге. Катя. В воскресенье в Москве прошел съезд оппозиционной партии РПР «Парнас». Его результатом стали несколько существенных изменений. Единоличным председателем партии был избран Михаил Касьянов. Изменилось и название партии, теперь она именуется просто «Парнас». В своем выступлении Михаил Касьянов заявил, что нынешняя российская власть ведет страну к катастрофе. Россия скатывается в прошлое с рисками распада страны по советскому сценарию. И этот распад, этот риски, они стали уже вероятны, вполне вероятны. Если еще 2 года назад об этом говорили 1 раз в году на конференциях по изучению разных сценариев, то сегодня уже об этом говорят почти каждый. Летний демократический лагерь «Территория свободы-2015» развернул свои палатки в Ленинградской области. Десятки представителей молодежи с различными политическими и жизненными взглядами собрались вместе, чтобы иметь возможность высказаться и быть услышанными. В лагере побывала наш корреспондент Ксения Аблес. Лес, озеро и летнее солнце – прекрасный антураж для территории свободы. Молодежь, приехавшая сюда, имеет разные взгляды на жизнь и политику. Но они хотят свободно мыслить, выражаться и научиться слушать друг друга. Не это ли по-настоящему важно в современном демократическом обществе? Молодежь вполне восприимчива, и молодежь вполне достойна того, чтобы с ней общались на равных, чтобы ее воспитывали. И уверен, что в любом случае, сейчас не было сложно, все равно сквозь асфальт цветы пробьются. Большинство участников лагеря объединяет одно – их не устраивает нынешний политический курс России. Эмилия – студентка одного из питерских вузов. Семья, как и многие в этом году российские семьи, почувствовала на себе кризис и последствия санкций. Мама Эмилии вынуждена была уйти с привычной работы из-за уменьшившейся зарплаты. Теперь работает на дому, опять-таки за меньшие деньги. Разумеется, хотелось бы, чтобы Россия шла по демократическому пути развития, не как сейчас. То есть, меня совсем не устраивает уклад, который существует, законы, которые принимаются. Естественно, территорию свободы не обошли вниманием и питерские борцы с мракобесием. Даже прокуратура выразила обеспокоенность. А вдруг молодежь нарушает закон о митингах? Были попытки прокуратуры и других ведомств пресечь данное мероприятие. Говорили, что он не согласован, нужно согласовывать с властями. Но мы говорим, что шашлыки тоже согласовываются с властями. Но как же у шашлыков нет программы, у вас есть программа. Что мы ответили, что если вы ездите на шашлыки без программы, очень жаль вас. Лекции, дискуссии, игры, смех и прекрасное настроение участников. Все это позволяет надеяться, что территория свободы проходит в 7-й, но не последний раз. Ксения Аблес, настоящее время, Санкт-Петербург. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев празднует свое 75-летие. В этом году празднование дня рождения происходит с особым размахом. В Астану съехались десятки тысяч гостей и чиновников. Их развлекают почти все имеющиеся в наличии артисты. Одновременно в столице Казахстана сегодня проходит более 70 торжественных мероприятий. Нурсултан Назарбаев бессменно находится у власти с 1989 года. Казахстанские оппозиционные политики рассуждают о культе личности отца нации, как официально называют в Казахстане Назарбаева. Каждый чиновник, каждый олигарх хочет выслужиться перед президентом, показать свою суперлояльность и в приватном разговоре сказать: Нурсултан Абишевич, это я сделал, это я организовал. Я привез такого-то артиста из-за рубежа, я потратил миллионы на какую-то постановку. Тем временем в России власти столицы Татарстана, Казани, в подарок ко дню рождения Нурсултана Назарбаева неожиданно за 3 дня до его юбилея переименовали одну из центральных улиц города в его честь. Местные жители, мнение которых, конечно же, никто не спросил, возмутились и вышли на акции протеста.
Жители Казанской улицы Эсперанто протестуют против ее переименования в улицу имени казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева к его юбилею. Не гоняйте вы свой народ-то, вы что, побудете немного Бога? Что вы нас гоняете-то? Со слов протестующих, казанские власти решение о переименовании принимали тайно, без какого бы то ни было публичного обсуждения. С утра на своих домах казанцы с удивлением обнаружили новые таблички. И это было полной неожиданностью. Страна некомпетентно переименовывать казанские улицы. Это косяк городских властей. Они этого не признают. Одновременно с импровизированным протестом на улице Эсперанто рядом в местном доме культуры проходит посвященное переименованию, опять же тайное, но торжественное собрание высокопоставленных республиканских чиновников, среди которых даже экс-президент Татарстана Ментимир Шаймиев. К моменту начала протестного флешмоба собрание уже почти закончилось. Его просто перенесли на час раньше, когда стало известно, что местные жители и гражданские активисты собираются на улице с плакатами. Успокоить протестующих посылают мэра Казани. Мы сделаем все для того, чтобы новое название улицы соответствовало, и вы жили счастливо и комфортно. Сразу же после отъезда чиновников активистов задерживает полиция. В Казани тем временем некоторую неправомерность спешного переименования признали и в мэрии, и в комиссии по топонимике. Законы Татарстана не предполагают переименовывать улицы в память о еще живом человеке. Возможно, по этой причине так и не было опубликовано и само постановление о переименовании Эсперанто в Назарбаева. Александр Орлов, «Настоящее время». Далее у нас эфир из Вашингтона. Наташа, вам слово. Статистика бездомности в Денвере, штат Колорадо, одна из самых высоких в США. Местные жители решили бороться с этой проблемой. О том, как одна денверская кофейня помогает бездомным найти работу и обрести крышу над головой, в репортаже нашего корреспондента. Кевин Пирсонс четверть своей жизни прожил на улице. Сегодня он работает в этом эспрессо-баре, и скоро у него будет постоянное место жительства. Даже если у тебя есть жилье, не так-то просто найти работу. А если ты бездомный, то ситуация хуже некуда. Достойный кофе – это хорошо, но достойная жизнь еще лучше, считают владельцы кофейни Purple Door. Последние 2 года это некоммерческое предприятие нанимает сотрудников, которых рекомендует приют Urban Peak, где жил Кевин. Директор приюта для бездомных считает, что подобное партнерство жизненно важно для города. Когда человек живет в постоянном стрессе и каждый день борется за выживание, у него нет ни возможности научиться, ни примеров того, как можно разрешать конфликты, как грамотно распоряжаться деньгами, как готовить еду, как платить за квартиру и вообще понимать, почему это важно. Глава проекта Purple Door Мэдисон Чендлер и ее партнер раз в неделю встречаются с каждым из своих сотрудников. Они обсуждают самые разные вопросы – личное самочувствие, финансы, гигиену, взаимоотношения с клиентами и помогают принимать решения, которые могут открыть новые возможности. Самый первый участник нашей программы получил работу на складе автомобильных запчастей и работает там уже больше года. По словам Кевина, для него важна не только возможность научиться чему-то новому. Главное – уважительное отношение со стороны владельцев кофейни. У них, как мне кажется, нет стремления изменить нас. Они хотят помочь нам самим захотеть измениться и поставить перед собой цели и задачи, которые достижимы. Мне приносит огромное удовлетворение видеть, как кто-то обретает веру в себя и уверенность в том, что он или она сможет создать жизнь, о которой они могли только мечтать, и не думали, что они ее достойны. Кевину скоро исполнится 25 лет. По его словам, возможность жить не на улице и работать будет лучшим подарком самому себе. Новости науки. Протезирование рук и ног – процесс дорогостоящий и длительный. Однако с появлением технологии 3D-печати пациенты получили новую, менее затратную возможность обрести необходимый протез в короткие сроки. Подробности в репортаже Элизабет Ли из Лос-Анджелеса. Фейт Ленокс ампутировали руку в 9 месяцев. Сегодня девочке почти 8 лет. При рождении циркуляция крови в левом предплечье была нарушена, что привело к развитию синдрома компартмента. Мама Фейт, Николь Ленокс, по интернету узнала об организации Enable, бесплатно изготавливающей протезы для детей по всему миру на 3D-принтерах. Николь также обратилась за помощью к главе инженерной компании Build It Workplace Марку Лэнгсфилду, работающему с этой технологией. Мы подумали, а почему бы и нет? Это деталь, которую можно напечатать. С помощью инструкций Enable, опубликованных в интернете, Лэнгсфилд напечатал и собрал протез для Фейт.
Мы были рады возможности помочь маленькой девочке. Быть может, она когда-нибудь даже сможет кататься на велосипеде. Марк Суарко специализируется на традиционном протезировании. По сравнению с традиционными протезами, 3D-версии экономят много времени и энергии. На изготовление традиционного протеза уходит от 1 до 2 месяцев, не считая примерок, а его стоимость доходит до нескольких тысяч $. На печать и сборку его 3D-аналога уходит всего лишь несколько дней. Сайт Enable оценивает стоимость такого протеза в $30. Организация изготавливает протезы разных размеров и рассылает их врачам по всему миру. Я думаю, что 3D-печать позволит обеспечить протезами и изменить жизнь многих людей к лучшему. Это позволит инвалидам самостоятельно обеспечивать свои семьи. В интервью «Голосу Америки» по скайпу сотрудник Enable Джон Вон отметил психологические выгоды такого протезирования. Я родился без пальцев, и меня много дразнили и запугивали в школе, так что я на личном опыте знаю, через что проходят такие дети. Николь Ленокс говорит, что с появлением нового протеза она заметила перемены в ребенке. Протез в буквальном смысле открыл для нее новые возможности. Она стала увереннее, что меня очень радует. Я могу держать руль велосипеда обеими руками. Если протез сломается или станет мал, то всегда можно напечатать новый. Музыка, которую сегодня называют роком, появилась в результате эволюции блюза и ритм-н-блюза. Один из музыкантов, сыгравших значительную роль в определении нового стиля, саксофонист Грэди Гейтс. Недавно он выпустил книгу. Репортаж Грега Флейкуса из Хьюстона. В начале эпохи рок-н-ролла на сцене царил Литл Ричард. И его команда, частью которой был саксофонист Грэди Гейнс, была поистине звездным составом. Это кадры фильма 1956 года «Взбесившиеся». По словам Гейнса, они абсолютно не осознавали тогда силу своего творчества. Мы не знали, что наша музыка станет рок-н-роллом, поскольку мы все считали, что играем ритм-н-блюз. Гейнс считает, что именно манера игры Литл Ричарда породила рок. Он на самом деле тот самый человек, кто изобрел рок-н-ролл, Литл Ричард. У него всегда были очень смешные шутки. Он умел развеселить. Рядом с ним ты сам приободрялся. Таким он был человеком. В новой автобиографии Грэди Гейнс рассказывает о том, как Литл Ричард ушел со сцены, чтобы стать пастором. Королем рок-н-ролла стал Элвис Пресли, и Гейнс продолжил свою карьеру с Сэмом Куком, который работал в совершенно другом стиле. Когда ты играл с Сэмом Куком, звучание было таким мягким и расслабленным, и я хотел, чтобы моя собственная группа играла в стиле Сэма Кука. За свою музыкальную карьеру Гейнс сотрудничал со многими звездами. Вернувшись в Хьюстон, он продолжил играть, но уже со своей группой. Хэштег «футбол», «сокер» редко пользуется такой популярностью в американском сегменте интернета, как в минувшие выходные после победы американской женской сборной в чемпионате мира по футболу среди женщин в Ванкувере. Команда США преподнесла стране подарок ко Дню независимости, победив японских коллег со счетом 5-2. Пользователи интернета в Америке ликуют. Маргарет Талев пишет в Твиттере: «Ура! Какой пример для подражания для всех американских девчонок вроде меня, которые любят играть в футбол. Поздравления сборной США». И небольшой скандал вызвала реакция некоторых американских болельщиков, которые припомнили японцам Вторую мировую войну и атаку против Перл-Харбор. Вот, например, Джонни Робертс пишет в Твиттере: «Я ненавижу футбол, но я люблю свою страну. Вперед, США! Хэштеги «Футбол», «Перл-Харбор», «Ничто не забыто», США». На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.